В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов. Международный форум в Сухуми. Лирические мелодии абазинского языка. Творческий вечер поэтессы Ларисы Шебзуховой. К 175-летию Петра Ильича Чайковского. Музыкальный абонемент в Госфилармонии. Сегодня в Сухуми прошел международный форум «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». В рамках форума был представлен проект «Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года», в котором рассмотрен широкий спектр проблем, стоящих сегодня перед страной. В работе форума приняли участие президент Рауль Хаджимба, а также директора академических и научно-исследовательских институтов России, эксперты, представители дипломатического корпуса, члены Кабинета министров Абхазии, депутаты парламента, главы администрации городов и районов, председатели городских и районных собраний, а также деловые круги, научное и экспертное сообщество республики, представители общественных и политических партий страны. Перед открытием международного форума президент Рауль Хаджимба принял советника президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева, который приехал в Абхазию специально для участия в форуме. По словам президента, предстоящее мероприятие поможет понять, какие цели и задачи ставит перед собой руководство Абхазии и как при их решении можно было бы сотрудничать с российской стороной. В свою очередь Сергей Глазьев отметил, что для участия в форуме в Абхазию приехали квалифицированные специалисты в сфере экономики. Важно, чтобы стратегия была реализована, подчеркнул он. Выработанные по итогам форума решения могут послужить основой для дальнейшей совместной эффективной работы. Мы понимаем, что это только дорожная карта, которая предполагает еще создать, нужно будет возможности конкретных направлений, работа над конкретными направлениями, программами, которые позволят нам изменить облик Абхазии. И в этом как раз таки мы видим возможность сотрудничества с вами, со всеми теми, кто готов с нами работать. И я надеюсь на как раз таки вот такое отношение и на такое конструктивное сотрудничество. Важно, чтобы стратегия была воплощена. Для этого нужны соответствующие механизмы, которых нам всем не хватает. Мы в России этим предметно сейчас занимаемся, пытаемся сформировать специализированные кредитные инструменты. Президент в своем послании отметил необходимость создания инструментов специального кредитования, специнвестконтракты. И вот, собственно, группа людей, которые сегодня будут принимать участие в обсуждениях, они профессионально этой тематикой занимаются. И, конечно, любая хорошая стратегия, дорожная карта, важно, чтобы люди чувствовали, что она не на бумаге, а в реальной жизни будет воплощаться. А теперь о работе самого форума. Вначале состоялось пленарное заседание, а затем обмен мнениями и дискуссия. Обо всем подробно в репортажах наших корреспондентов. Под занавес уходящего года в Абхазии прошло важное событие, которое определит вектор дальнейшего развития страны. В актовом зале Кабинета министров Абхазии при участии экономических экспертов Абхазии и России была презентована стратегия социально-экономического развития республики на 10 лет. В своем обращении к участникам форума президент Рауль Хаджимба в частности отметил, что невозможно реализовать политику долгосрочного социально-экономического развития без стратегического планирования. Сложно постоянно заниматься латанием дыр без четких целей и проработанных путей их достижения. Президент обозначил некоторые приоритетные направления развития экономики страны, в их числе задействование внутренних резервов. Речь идет о фискальной политике, улучшении администрирования платежей, а также об оптимизации государственных расходов. Это укрепление институтов финансовой и банковской систем, совершенствование бюджетной политики, в частности, переход на программно-целевой метод планирования бюджетных расходов. Это развитие реального сектора экономики, формирование устойчивого класса предпринимателей и поддержка бизнеса через использование инструментов кредитной политики. Президент подчеркнул, что стратегия – это не священное писание, не набор догм и неизменных постулатов, а документ, который при необходимости будет меняться. Не сомневаюсь, что такие изменения нам вносить придется, учитывая сложную динамику
и характер внешних факторов, а также слабость культуры планирования в нашей стране. Рассчитываю, что разработчики стратегии представят в скором времени планы действий по различным отраслям экономики, соответствующие дорожные карты, необходимые для практической реализации выработанных предложений. Важно, что разработанный план действий продолжает развитие стратегического сотрудничества и партнерства России и Абхазии, отметил в своем выступлении Сергей Глазьев. Но нужно подумать вместе о том, как реализовать поставленные в ней цели и задачи. Эта инициатива по разработке долгосрочной стратегии, мы ее ждали давно. Действительно, мир стремительно меняется, и в этих стремительных изменениях без целеполагания, которое опирается и на научную основу, и на понимание своих конкурентных преимуществ, но и самое главное, на культурно-нравственные ценности, что в этой программе заложено, это крайне важно и необходимо для эффективного развития. Стратегия – это результат труда исследовательской группы при Центре стратегических исследований при президенте Абхазии под руководством его директора Олега Доменя, а также привлеченных к работе местных и российских специалистов. Проведенный анализ показывает, что республика находится в глубоком и затяжном кризисе, сказал Олег Доменя, представляя документ. Долгосрочная стратегия показывает, как из этого выбираться и развиваться. Социально-инновационного комплекса размещен экономический блок. Он тоже структурируется и состоит из двух ярусов. Мы разделили таким образом для того, чтобы определить приоритетные направления. Приоритетными направлениями, вы видите, являются агропромышленный комплекс, туристско-рекреационный комплекс и промышленный комплекс. Здесь речь идет главным образом об энергетике. На пленарном заседании было представлено несколько докладов. В их числе доклад Хатуны Шатыпа о приоритетных направлениях развития национальной экономики. Несмотря на серьезные финансовые вливания извне, экономика Абхазии продолжает оставаться в кризисе, сказала она. Каждый третий относится к категории бедных. Почему это происходит? Это и рост теневой экономики, дисбалансы, коррупция и низкая рождаемость. Структурные изменения, которые происходили стихийно и в отрыве от инвестиционной политики, привели к тому, что локомотивы абхазской экономики – это сельское хозяйство и туризм, двигаясь по инерции, оказались на запасном пути. Доктор экономических наук Заур Шалашава говорил о нынешнем состоянии и перспективах абхазо-российского экономического партнерства, в частности, о складывающихся между Абхазией и Россией взаимовыгодных отношениях в различных областях социально-экономической сферы. Шалаша обозначил перспективные направления сотрудничества. Современная внешнеэкономическая стратегия Республики Абхазия направлена прежде всего на защиту экономического суверенитета страны, на обеспечение экономической безопасности общества и государства, на стимулирование развития экономики Абхазии на основе взаимовыгодного экономического сотрудничества с Российской Федерацией и другими странами, признавшими независимость нашего государства. Выступившие на форуме российские эксперты отметили, что республика получила систему координат и векторы движения. Определены потенциал Абхазии, цели и задачи развития, механизмы их реализации. Стратегия социально-экономического развития также важна для развития сотрудничества двух стран, углубления связи между субъектами России и Абхазии. Елена Лула, Алексей Агуха, Саид Агуха, Абхазское телевидение. Подводя итоги международного форума, премьер-министр Абхазии Артур Микваби отметил важность этого события в сфере экономического развития страны. По его мнению, работа форума прошла на высоком уровне, и в его рамках обсуждались важные экономические вопросы. В докладах участников форума прослеживался сдержанный оптимизм, отметил Артур Микваби. Мы сегодня рассматривали разные варианты. До этого был такой инновационный пункт. Там достаточно много было скептизма, пессимизма. А сегодня был, кроме того, что мы говорили о инновационных, мы говорили о оптимальных путях развития, и докладчики говорили уже несколько иначе, и мне на самом деле настрой их понравился, он обязательно передастся нашим гражданам.
Также он отметил, что на форуме обсуждались задачи и цели развития экономики. По его словам, на сегодняшний день в условиях кризиса трудно проводить реформы, но работа в этом направлении уже ведется. Немаловажным пример считает и тот аспект, что у Абхазии вместе с Россией на сегодняшний день разработано много программ. Мы хотим на самом деле правительство вместе с президентом, вообще со властью изменить коренную ситуацию, которая последние годы складывается в Абхазии. Глубокий кризис образовался не только в Абхазии, но мировой кризис идет, и рост доллара тому подтверждение. Вообще в условиях кризиса трудно проводить какие-то реформы, но мы взялись за них и хотим их провести. По итогам работы международного форума была принята резолюция, которую зачитал директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Олег Домения. На этом работа форума была завершена. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Участники международного форума в интервью абхазскому телевидению высказали свое мнение о проекте стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. В той ситуации, в которой находится Абхазия, такая стратегия нужна как воздух, потому что меняется ситуация, но надо иметь ориентиры. Надо иметь генеральную определенную линию. Без ориентиров совершенно невозможно в хаосе двигаться. И эта концепция дает эти ориентиры, в этом ее великое значение. Сам его не надо дополнять, это документ, который создан. Но его надо сопроводить целевыми программами. Вот в частности, я советовал целевую программу по духовно-культурной части, чтобы там была и дорожная карта прописана, и чтобы она сопровождала реализацию этой концепции. Это в высшей степени важно, и руководитель проекта Олег Несторович с этим согласился, они в этом направлении будут продолжать работать. Ну, как научный редактор, много пришлось поработать с этим документом. То есть я его очень хорошо и подробно изучила. И хочу сказать, что, в принципе, как стратегия, она носит завершенный характер. То есть, в принципе, что-то там добавлять, изменять, ну, на мой взгляд, не нужно, вот, потому что стратегия, она не должна предлагать каких-то конкретных рецептов, что и как делать, она должна определить ориентиры. То есть, куда мы движемся, в каком направлении, какие у нас есть приоритеты, это как бы одна сторона, вторая сторона, какие у нас есть ресурсы для того, чтобы это сделать. Поэтому эти моменты, они получили отражение в стратегии, и я считаю, что она, в общем-то, самодостаточная, и довольно такой успешный, хороший результат плодотворной работы как Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, так и всех, кто активно участвовал в его подготовке и разработке. Я выступил на данном высоком форуме с докладом «Продовольственные проблемы Абхазии и России. Общее и особенное». Очень много общего, очень много проблем. Надо эти проблемы решать. Мы искренне желаем преуспевания мира, добра Абхазии и надеемся, что данная стратегия сегодняшнего дня получит серьезное новое ускорение, и мы сделаем все возможное, чтобы принять практическое и реальное участие в успешном выполнении данной стратегии. На мой взгляд, сегодняшняя стратегия – это очень хороший, объемный документ. Огромная работа была выполнена. Впервые в Абхазии такой объем работы был. Четко обозначены приоритеты развития экономики, основные стратегические направления, озвучены методы их достижения. На мой взгляд, это нужная работа, необходимая. Главное, чтобы у нас нашлись силы и средства, ресурсы для реализации всего того, что там было обозначено, намечено. Исследовательским центром вашим проведена очень большая работа по подготовке этой программы. Осталось только ее реализовать. И сегодняшний форум, действительно, я думаю, что это окажет свое содействие в начале реализации этой программы. Самое главное, чтобы этот документ не завалялся где-то на полке, чтобы над этим документом в дальнейшем работали. Ведь здесь нету какой-то конкретики, по которой должен работать каждый район, каждая администрация, каждая сила. Здесь общие положения высказаны до 2025 года, что хочет Абхазия, куда она стремится и как она видит себя в глобальном мире. Нужно, чтобы
если будет принята программа, по этой программе, чтобы вся страна работала. Не так вот просто приняли ее, здесь рукоплескания будут и завтра разошлись. За этой программой должны быть, как вот сказал Олег Несторович, сегодня принята программа, это не значит, что все вопросы в Абхазии решены. Надо, чтобы эта программа вот целенаправленно по каждым пунктам продолжалась работа. Если будет эта работа проделана, то мы в правильном направлении будем идти. Я хочу, во-первых, поблагодарить лично господина президента Республики Абхазия за приглашение, господина Доменя, директора Центра стратегических исследований, за возможность, за действенную работу, за возможность действенной работы на этом высоком международном форуме. Нынешний форум – это коллективный, серьезный, глубокий труд единомышленников, который, безусловно, даст положительные результаты. Сегодня уже состоялся конструктивный, интересный диалог, следствием которого, я уверена, просто явятся масштабные, серьезные социально-экономические преобразования на благо народа, во имя народа Абхазии. Сегодня Рауль Хаджимба принял участников презентации стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, экономистов, финансистов и экспертов из России, а также разработчиков стратегии социально-экономического развития. Президент поблагодарил авторов программы и всех, кто принял участие в ее обсуждении. Хочу выразить свою благодарность за ваше сегодня активное участие в обсуждении нашей стратегии. У нас были документы такого порядка, которые предполагали программу становления нашего государства, но вот такого глобального подхода, таких вот возможностей, которые мы предоставили для того, чтобы вот эта работа была бы выполнена вот так вот, я не думаю, что кто-то может сказать, что это некачественная работа. Да, есть, может быть, ошибки, да, есть огрехи, но это показатель того, что у абхазской стороны есть готовность заниматься этими работами активно. Есть научная среда, которая позволяет нам говорить о тех потенциалах, которые наработаны и есть в абхазском государстве. Несомненно, это будет полезно для того, чтобы в дальнейшем мы смогли бы начать претворять в жизнь уже более детализированные программы по направлениям. Сегодня в нашей программе смотрите расширенный репортаж с пленарного заседания Международного форума «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». Президент Рауль Хаджимба подписал ряд указов о присвоении почетных званий и награждении орденами. За вклад в развитие абхазской культуры, значительный вклад в становление журнала «Аква Сухум» Владимиру Зантария присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры Республики Абхазия». За значительный вклад в исследование абхазской литературы, а также в становление журнала «Аква Сухум» Василию Авицба присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия». За вклад в развитие абхазской журналистики, а также в становление журнала «Аква Сухум» Инверу Ажиба и Льву Хайкину присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия». За плодотворный вклад в воспитание подрастающего поколения Шурби Аджба награжден орденом Ахидз Апша 3-й степени. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения Нелли Тарба присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Президент Рауль Хаджимба подписал указ об ополномоченном по правам ребенка в Республике Абхазия. В целях создания дополнительных условий для обеспечения гарантий государственной защиты прав и интересов несовершеннолетних, содействия их соблюдению и уважению органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами, в Абхазии учреждена должность уполномоченного по правам ребенка. Творческий вечер народной поэтессы Карачаева-Черкесии, переводчика и драматурга Ларисы Шебзуховой состоялся в Музее боевой славы в Сухуми. Вечер был организован представителями творческой молодежи Абхазии и республик Северного Кавказа «Мост». Программа была разнообразной и включала в себя литературно-художественную часть, а также выступления представителей творческой интеллигенции республики. Филолог по образованию Лариса Шебзухова владеет 4 языками, пишет замечательные стихи на абазинском, русском,
русском, черкесском и английском языках. Она автор 5 поэтических сборников. Культура народа, его обычаи и традиции, тема любви к родной земле, братства и дружбы народов Кавказа являются главенствующими в ее творчестве. Участники мероприятия имели возможность познакомиться с творчеством поэтессы, услышать лирические мелодии абазинского языка. Вот в жизни каждого поэта есть такие дни, которые имеют самое большое значение, которые он никогда не забудет. Сегодняшний день для меня именно один из таких дней, потому что, во-первых, это моя большая такая встреча с читателями, с абхазскими. Во-вторых, то, что именно это происходит вот здесь, в музее, который носит имя Владислава Григорьевича Ардзинба. Конечно, это и знаково, и значимо, и трудно просто переоценить. Я чувствую эту ответственность. Все, что делается любым поэтом, любым писателем, это для народа. Это любовь, которую тебе в свое время подарил народ, нужно возвращать тем даром, который дал тебе Господь. Концерт, посвященный 175-летию великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, прошел накануне в Сухуме на сцене Абхазской государственной филармонии. Концерт – часть так называемого музыкального абонемента, проекта, который проходит по инициативе Государственного музучилища имени Чичба уже в 8-й раз. Открыли концерт «Времена года» Чайковского, фортепианный цикл из 12 музыкальных пьес по количеству месяцев в году. Исполнителями произведений были учащиеся музыкального училища в сопровождении Государственного камерного оркестра под руководством дирижера Давида Трезяна. Для юных музыкантов игра для большой публики – это и невероятное волнение, но и большое удовольствие. Я занимаюсь музыкой уже 10-й год, то есть выступаю не первый год, но перед каждым выступлением это, конечно же, огромная буря эмоций, волнения, но когда ты выходишь на сцену, такое ощущение, что просто это твое. Буря эмоций, потому что ты чувствуешь как бы и ответственность, и уверенность тоже чувствуешь, потому что педагоги выпускают уже готовых детей. И, вообще очень приятно играть на сцене. Большая часть зрителей в зале – это дети, ведь именно для них и задумывался проект «Музыкальный абонемент». А потому весь концерт задуман таким образом, что маленьким зрителям было легко воспринимать, как считается, сложную классическую музыку. Каждому произведению, звучащему со сцены, подобран соответствующий видеоряд на экране. А ведущая концерта, музыковед Асида Царгуш, интересно рассказывает сюжеты тех или иных произведений из программы концерта. Автор проекта «Музыкальный абонемент», заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжаня, убеждена, такие проекты очень нужны подрастающему поколению. Я думаю, что дети, которые сегодня пришли к нам в зал, получили удовольствие, потому что они познакомились и с балетной музыкой, и с музыкой оперной, с музыкой фортепианной. Звучали «Времена года» все 12 пьес, звучали романсы. Я думаю, что детям понравилось. Мы этот образовательный проект задумали с целью приобщения молодежи, детей, юношества к шедеврам классической музыки, к тому, чтобы они больше слушали классическую музыку и становились духовно богаче. Музыкальное наследие Чайковского столь же обширно, сколь велика любовь к нему во всем мире. Король поп-музыки Майкл Джексон признавался, что его всегда вдохновляла музыка Чайковского. Как-то он сказал: если вы возьмете щелкунчик, то каждая мелодия там хит. И это действительно так. Пожалуй, мало таких классических произведений, столь же известных и любимых широкой публикой, как «Танец феи дрожжей» или «Вальс цветов». Для нас всех это музыкальные символы волшебства, которое, конечно же, существует. Арифа Кабба, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Впервые за послевоенные годы в Абхазии проводится плановое обследование крупного рогатого скота на туберкулез. По всей стране с начала декабря проверено уже более 300 голов скота. Вспышек туберкулеза зафиксировано не было.
Утро в одном из фермерских хозяйств села Баслат началось с введения профилактических препаратов крупного рогатому скоту. К вопросу вакцинации коров следует подходить очень серьезно, говорят специалисты, поскольку эти домашние животные являются одними из главных производителей продуктов, которые мы употребляем в пищу. Цель вакцинации в данном случае не только защита здоровья животных, но и забота о здоровье людей. Предотвратить попадание мяса и молока больных животных в торговую сеть и профилактировать опасные для здоровья заболевания можно своевременной вакцинацией и исследованиями животных. К туберкулезу восприимчивы более 55 видов домашних и диких животных и около 25 видов птиц. Наиболее восприимчив крупнорогатый скот. Проводится мероприятие под названием туберкулинизация. Сразу хочется разделить, что есть у нас как лечебно-профилактические мероприятия, а это мероприятие диагностическое. То есть проводится выявление скрытой формы туберкулеза у животных. Чтобы начать эту работу, надо было предварительно в каждом районе провести выявление, как мини-ферм, поголовье, которое будет проводиться диагностические исследования. А также при помощи глав администрации районов были приобретены инъекторы, то есть чем проводились непосредственно эти мероприятия, то есть необходим безигольный инъектор. У крупного рогатого скота туберкулез протекает большей частью хронически или латентно. У молодых животных остро. Клиническими признаками болезни являются повышение температуры тела до 40 градусов, влажный кашель, особенно по утрам. У больных животных отмечается одышка, животное худеет, кожа становится сухой и теряет эластичность. Частные фермеры, так же как и владельцы животноводческих комплексов, обязаны проводить профилактические мероприятия, вакцинации и исследования. Я отношусь положительно этому процессу, потому что это не только мы не можем заразиться, это в общем итоге и молоко в рынок, это все теперь большое получается. С начала профилактики уже привито более 300 голов крупнорогатого скота. В этом хозяйстве и в других фермах страны эту процедуру пройдут все животные. Теперь это будет ежегодное обследование домашнего скота. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2-4, днем плюс 8-10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.